приблизительно 12 апреля уже 2019 года Ахмеду было предъявлено уголовное дело по части организации применения насилия к представителям власти. Это, конечно, это вот из серии «Все это было бы смешно, когда бы не было так горько». Потому что за то время, что я знаю Ахмеда Барахоева, это вот с 3 апреля, с 4 апреля 2019 года, я, конечно, посмотрела то, что было до, но это только то, что выложено в сети, то, что я могу как обычный человек посмотреть. Все остальное время мы общаемся, мы плотно общаемся. И я не знаю человека, который более чем он стоял бы за соблюдение закона, сохранение порядка. И его любимая фраза уже стала крылатой: действий в рамках правового поля. Он это все время повторяет. Он бесконечно говорит о том, что вот буквально с 4 апреля он говорит о том, что мы должны действовать в рамках закона, ни в коем случае никакого не нарушать и прочее, и прочее. Тем более кощунственно сегодня выглядит ситуация, когда Ахмед Барахоев, который уводил людей с площади, который стоял между росгвардейцами и молодежью Ингушетии в момент начала вот этого противостояния уже активного, 27 марта, он стоял между ними и говорил о том, что недопустимо пролитие крови и недопустимо ни с одной стороны, ни с другой стороны совершение каких-либо действий, вот, направленных на причинение вреда друг другу. Но вот, тем не менее, 10 месяцев Ахмед находится за решеткой. Несмотря на свой возраст, ему 65 лет, несмотря на его физическое состояние, которое, в общем, и у самого здорового человека будет страдать в условиях лишения свободы. Но из раза в раз нам продлевают меру пресечения и не слышат совершенно доводы защиты. Ахмед находится 9 месяцев в изоляции. За то время, что я работаю, за то время, что я погружена в это дело, я с каждым днем убеждаюсь все больше и больше в том, что дело носит, конечно, исключительно политический характер. И как юрист я прекрасно отдаю себе отчет в том, что возраст, собственно, обвиняемого не может являться причиной для того, чтобы его там изолировать или не изолировать. Но в данном конкретном случае и сторона защиты беспрестанно об этом говорит. Нет ни одного, просто ни одного основания для того, чтобы Ахмед Барахоев находился сейчас за решеткой. Это исключительно, я это вижу как способ давления не только на Ахмеда, я вижу это как рычаг подавления гражданской активности. Потому что, как недавно я услышала, кто-то из ингушских активистов в интервью произнес эту фразу, и мне она очень понравилась. Я считаю, что она в полной мере отражает то, что происходит. Это произошедшая революция достоинства. На сегодня 10 месяцев я общаюсь вот и с Ахмедом, и с адвокатами, которые защищают других фигурантов этого дела. У меня есть еще один подзащитный по этому делу, это Магомед Хамхоев. Я встречалась со многими фигурантами этого дела в рамках этого процесса. Я могу точно сказать, что это достойнейшие люди. Это очень мужественные, очень порядочные и очень, как вам сказать, очень ответственные в самом широком смысле этого слова перед собой, перед страной, перед семьей, перед республикой. То есть вот это такая гражданская ответственность, которая сподвигла их выйти. И на сегодня ни один из них не усомнился в правильности сделанных шагов. Нам буквально вчера предъявили обвинение в экстремизме, и мы только с ним ознакомливаемся, с этим обвинением. На мой взгляд, на данный момент оно абсолютно голословно, вот абсолютно голословно. К сожалению, это не говорит о том, что оно не дойдет до суда. Я даже, будучи убежденной в крайне, скажем, таком отрицательном исходе дела, я должна что-то делать, чтобы им помочь. Я считаю, что это правильно для нас. Для нас. Я сейчас не столько и не только защищаю Ахмеда Барахоева, если мы говорим о моем подзащитном и моем участии конкретно в этом деле.
мне важно отстоять права и свободы. Как бы это ни звучало так вот громко, у нас их все меньше и меньше. Но я сейчас очень часто встречаюсь с родственниками моих подзащитных, которым очень тяжело видеть, как люди, вообще не заслуживающие какой-то вот такой кары, в самом таком широком смысле этого слова, почему-то ее несут. И в этой связи я понимаю, что эти же мысли обуревают весь народ. Вот мне хочется сказать, что все будет хорошо. Может быть, не сегодня, но будет. И пожелать мужества, терпения и веры в то, что правда всегда побеждает.